Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем делать настоящий татарский чак-чак. Для этого нам понадобится 5 яиц. Они замороженные, они у меня уже недельки 2, наверное, лежали в морозилке. Вчера вечером я их вытащила и положила в холодильник. Вот там они оттаяли. Желтки еще немножко жесткие. Сейчас надо будет нам их взбить. Надо будет пол чайной ложки соды с уксусом гашеной, пол чайной ложки соли и муки. Сейчас будем разбивать желтки при помощи блендера, а потом все будем взбивать венчиком. Желтки я все разбила при помощи блендера. Сейчас будем добавлять соль, пол чайной ложки, соду, тоже пол чайной ложки, гашеные пол чайной ложкой уксуса. Это все будем взбивать. Яйца я взбила в такую пену. Теперь будем месить тесто. Муку надо обязательно просеивать и добавлять постепенно. В тесто добавляем 1 столовую ложку подсолнечного масла. Вот такое мягкое тесто получается у нас. Сейчас ставим ее минут на 10-15, чтобы она у нас отдохнула. Наше тесто отдохнуло. Сейчас будем раскатывать тесто. Поделим ее на 2 части.
такой толщины примерно тесто раскатываем. Сейчас уберем ее пока на салфетку и раскатаем вторую часть. Вот я начала резать уже тесто вот такими кубиками. Вот таким приспособлением. У меня есть лапшерезка такая. С ним очень удобно. Так режем. Потом вот так. Сейчас будем жарить. Сейчас будем жарить чак-чак. Когда врежь эту лапшерезкой, чак-чак получается мелкими-мелкими кубиками. Очень красивый и очень вкусный. Делается он очень быстро. Долго держать не надо. Вот так на маленьком огне готовим до конца. Тесто я дожарила. Теперь будем делать украшения для чак-чака. Для этого сейчас вот я вырезала вот такие кружочки. Их собираем по 3 штуки. Здесь протыкаем спичкой. Так вырезаем.
Сейчас будем их жарить тоже так же. Это будет украшение для наших чак-чак. Один цветочек я уже сделала. Еще два. Вот такие цветочки. Сейчас будем варить сироп. Здесь у меня 250 грамм меда. Сейчас я добавляю сюда 120 грамм сахара. И буду варить его. Варить надо недолго, ну, минут 5, наверное, не больше. Надо будет просто, когда вот мед закипит, проверить его, капнуть буду. Если карамелька не будет расплываться, значит мед уже готов. Можно делать чак-чак. Сейчас ее доводим до кипения. Наш сироп готов. Вот такой сироп получился. Сейчас наши цветочки опустим туда в сироп. А это все будем наливать сюда. Горячий сироп будем наливать на наше жареное тесто. Посудку для чак-чака я смазала подсолнечным маслом, чтобы чак-чак туда не приклеился. Сейчас будем сюда выкладывать. Руки смачиваем водой.
формировать чак-чак. Еще горячий. Так, немножко надавливаем, чтобы они лучше склеились внутри. Ставим наши цветочки. Вот такой красивый, очень аппетитный, вкусный чак-чак получился, очень ароматный, изящный, красивый, очень даже. Попробуйте вы тоже приготовить. Можно на большие торжества, на свадьбу, на день рождения приготовить. Попробуйте приготовить, у вас все получится. Большое всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки.